Что ты? Коняка мой, коняка. Коняка у бака. Запылился весь, да, бедолага? Запылился бедолага. И коняка мой запылился. Что, попробуем, как говорится. Попробуем. Друзья, всем привет! Подготовка к сезону полным ходом. Потихоньку, помаленьку готовимся к большой рыбалке. В этом году зима не спешит, но все же морозики впереди, снегопады, соответственно, подготавливаемся. Сегодня, ребят, непосредственно серьезное дело, к этому я подхожу серьезно. Даже ворона говорит правильно. Замена масла, ребят. Масло меняю 2 раза в сезон, потому что хожу очень много, на этом не экономлю. Вот, и как бы перед сезоном, как правило, и уже где-то в середине зимы к весне я меняю. В общем,
Как-то ну так. Вчера ездил в Сыктывкар, забрал коробочку. Ждал как раз посылочку вот эту. Забрал, в общем, и сегодня замена масла, ребят. Буду менять первый раз насосом специальным. Вот, и ну, для кого-то может будет полезная информация. Так, плюс-минус. В общем, покажу все это на видео. Погода минус 4. Снега, ребят, как видите, нету. Система какая? Просто, знаете, что-то все подмерзло. Ледик, снежочек. Бас, откуда ни возьмись, плюс 4 с дождем. Вух, все растаяло. Опять 2-3 дня небольшой морозик, снежочек. Вроде как-то, ага. На днях вообще хорошо сыпануло. Вдруг откуда ни возьмись, бам, опять плюс 5 с ливнем просто. Все опять растаяло. В общем, конец ноября, ребята, а до сих пор мы еще, как говорится, не на льду. Вот. В общем, ну, надо подготовить технику, поменять масло. Бедолага вся запылилась. Стоял, что, полгода, конечно, стоял в гараже у меня. Вот. Немножко пробежимся по собачке. Ну и, короче, начнем. Такие дела. Выкатил красавчика, ребят, весь в пыли. Все равно где-то сечется. Ну, там деревья. Лист, не лист, пыльца попадает внутрь гаража. В общем, все равно надо пенить. Крышу где-то там. В прошлом году, ребята, обновил свою технику. До этого у меня был 600-очка. Здесь Tafalar Tundra Long с модулем. Шикарная тачка, ребята. Уже усовершенствованная. Есть изменения, ребят. Вернулся старый добрый двигатель 20 Lifan. Если изначально парни пытались на Zonsheng 17,5, то 20-очка вернулась, ребята. Появились у меня вот такие штуки. Крепежи на быстросъемниках. Фиксирую модуль, ребята, и 3-метровый снег нам нипочем. Вот такие доработочки, ништяки. А так, 20-ка двигатель, 30-й грунтозацеп, ребята. Вернулась звезда. Ушли парни от вала, который всех смущал. Вот, стоит у меня электростартер, реверс-редуктор, понятное дело. Вот. Шикарное сиденье, ребят, кайфую прям на рессоре. Сейчас просто едешь и балдеешь. Особенно вот в такое время, когда только-только выпадает снег. Кочки еще вот торчат. Прям очень-очень удобно. Подогрев ручек, понятное дело. Вот. Гидравлические тормоза. И вот такая фара, ребят, стоит у меня огромная. Ну, у парней сейчас они вот выпускают. Очень прикольно. Стандартная фара была вот именно такого положения. Вот этих боковые добавились. И когда идешь по реке, река у нас не широкая, то даже видно берега. Очень круто. Вот такое огромное корыто спереди с отбойником литым. И в предыдущем ролике показывал новые сани по низу 700. И многие писали: Андрюх, как так, если у тебя 600 гусянка, здесь 600 на 1,70 м. То как раз я и объяснял, что передние сани, ребята, у меня как раз на 700. Вот. Снизу 700, сверху 85. Я буду резать дорогу своими передними санями. И данные сани, они будут как раз бороздить. Они будут идти ровненько. Ну, в общем, будем тестировать, будем смотреть, что говорить. Все покажем, все расскажем. Как-то так. В прошлом году я откатал. Появился он у меня к весне. Не в начале сезона. Вот, я откатал немного на нем. Вот, ну, масло меняем. В общем, такие дела. Кофр у ребят можно прикупить стандартный, в общем. Вот, это уже доп идет. Ну, кому интересно. Вот, ну, я сказал, что аккумулятор. Сумочки такие тоже прикольно. Вроде мелочи, ребят, а на самом деле классно выручает. Кто-то говорил, что я неправильно повесил, надо ее сюда вешать. Вопросов нету. Сюда навигатор можно какой-то. Но там она мне не нужна, навигатор. Я с навигаторами не хожу. Здесь у меня перчатки какие-то, знаете, там. Не знаю, он даже... Что это у нас? Это у нас ножи для бура. Короче, вот такие дела. В общем,
Отходил я весну, закрытие сезона. Аппарат, ребята, огонь. Да, есть разница с 600-м. Тот был намного больше, длиннее. Там была 2-метровая гусянка. Этот более маневреннее, ребят. Как бы он более такой резвый. Мягче, удобнее, намного удобнее, да. Все дорабатывается потихоньку. Сани на быстросъемах. Можно быстренько снять. Руль тоже самое на быстросъемах. Вот. Такие появились для ног. Тоже немаловажно, потому что управляешь, когда сидишь, не только руками, ты помогаешь ногами. И очень удобно. Ноги там стоят, прям удобно сидеть. Как-то ну так, да, весь такой запыленный немножко. Ладно, ну прогрел. Масло будем менять. Масло обязательно должно прогретое быть. Вот. Как-то ну так, ребята. Так что в этом году весь сезон полноценный. Будем ходить на данном аппарате. Я сравнение и обзор показывал. Кому интересно, полноценно посмотрите, ребят. В прошлом году я делал обзоры. Такие дела. Там все есть, что доработано, что не доработано. Ну, тут, в принципе, все новое. Именно по сравнению с 600-м полностью, ну, грубо говоря, другая мотособака. Такие дела. Прошу прощения, ребят, соседский пес неугомонный тявкает. Вот. Так что в кадре будет барбосик немножко участвовать. А так, ребят, вот хочу поменять масло с помощью такого насоса. Это специальный насос для масла. Ну, не только там для буксировщика, вообще для техники. На машинах меняют. Смотрел обзоры, ничего не надо откручивать. Если, допустим, на данной технике, ребята, двигатель на быстросъемах на подушках стоит. Снял, открутил гайку, масло слил, да, то на некоторых он фиксирован жестко к раме, и вот немного неудобно. Я видел, там ребята поднимают как-то его там, задирают его, чтобы масло слить там, ну, короче, не совсем удобно. Вот с помощью такой приблуды, вот, я думаю, это упростит дело все это. Вот, пришло дело, короче, это когда-то мне отправлял зритель канала, спасибо огромное. Вот, в общем, вещь, как говорится, к применению пошла. Так, погнали. В общем, вот такое название, ребят. Я не знаю даже, чей производитель, Китай, не Китай. Вот, ну, кому интересно. Их различных очень много. Смотрю сейчас на зоне, на Валберсе найдете. Так, что у нас тут имеется? Я вот смотрю, что написано, ну, нежелательно скачивать масло горячее, 40-50 градусов, 3 литра в минуту, что-то типа такого написано. Вот, давайте откроем. Так, что мы имеем? Вот, ребят, такой щуп, я так понимаю, вот именно вот это будем всувать в двигатель. 6 миллиметров, ребят, шланчик вот этот. Так что у кого щуп на машине, допустим, меньше, смотрите внимательней. Вот, так, щуп. Это получается сам шланг сливной, я так понимаю. Вот, первый раз, ребят, буду делать. Вот. Ну, шланг довольно, я смотрю, довольно длинный. То бишь, даже если на капоте в машине поставить, то спокойно можно поставить на землю канистру и сливать. Вот такой у нас шланг. Здесь вот такой наконечник. Ну и сам насос. Вот. Есть тут у нас инструкция по ходу, какие-то документы. Все по-английскому написано, ребят. Вот. Ну, тут, в принципе, все понятно. Вот так он выглядит. Ну и сам насос. Насос, ребята, у нас от аккумулятора. Вот. То бишь, непосредственно на самой машине мы подключаем и суем. Очень удобно. Понятное дело, что не на заведенный, ребят, да? А то кто-то заведет и будет сливать масло. А, вот, еще хомута есть. 2 штуки. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Так, это мусор у нас. Вот такие заглушки стоят.
Так, вот сюда мы, получается, фиксируем вот этот шланг. Так, это, наверное, вот так, наверное, да? С хомутом, понятное дело. Да, все плотненько заходит. А сюда мы именно вот этот щуп. Вот так. Угу. Все, отлично. Сейчас мы его закрепим. Хотя, смотрю, очень плотно все заходит. В принципе, даже и не надо, мне кажется, ничего крепить. Вот так, раз. И сливной сюда, раз. Да, все очень плотненько, ребят. Ну, хотя вот сюда можно. Вот. Да, все-таки поставлю хомуты. Я уже не буду его разбирать. Будет у меня, как в гараже, помощник. Мне кажется, с помощью его можно и залить масло. Правильно? Правильно. Это мы в канистру масляную, а это мы в картер, ну, в двигатель. Если, конечно, позволит отверстие. Я думаю, позволит. Там крышка широкая. Так, ладно. Зафиксирую на хомуты, ребятки, чтобы было, как говорится. Так, ребят, насос собрал. Что там собирать, да? Ну и, в общем, вот за такой посылочкой я ездил. Вчера забрал. Это моторное масло, ребят, от компании Тафалар. Да, парни шагают здраво. Постепенно, с каждым годом у них все только нарабатывается. Молодцы, в общем. И начали выпускать свое масло. Вот. И самое интересное, ребят, что объем вот данной коробочки литр 100, как есть в картере, ну, данной техники, да, в принципе, везде. Не знаю, кто такого придумал, такой объем литр 100. Вот, покупаешь литрушечку, и надо тебе еще 100 грамм доливать, соответственно, 900 грамм вот эти ни туда, ни сюда. Ребята, в общем, доработались, и сейчас мы просто берем, открываем баночку, заливаем ее целиком. И не надо что-то думать, мерить, выдумывать, искать где-то 100 грамм. Молодцы, в общем. Ну и парни сделали подгон, отправили целую коробку. Офигеть. Вот. Не знаю, сколько штук там, но, понятное дело, хранить я его не собираюсь. Раздам парням своим деревенским. Женя сказал, что, Андрюх, ну, понятно, в деревне тяжеловато с этим, надо постоянно ехать в город, если, допустим, вот резко понадобилось. Ну, у нас здесь не купить. То, как говорится, в деревне должно быть все запасом. Ребята, огромное спасибо. На самом деле, да, поделюсь я с ребятами. Сейчас как раз у нас идет такой момент, что многие занимаются именно данным моментом, ну, подготавливают технику, меняют масла, там, смазывают, протягивают. Вот, и поделюсь, в общем, есть у меня кореша, понятное дело, не жалко, как говорится, для своих. Ладно, давайте посмотрим. Так, моторное масло Тафалар, ребята, 5В30. Ну, понятно, синтетика. Зимой в низкие температуры использовать нужно только синтетику. Вот. Откроем коробочку. Так, здесь еще положили документы, ребята, не обращайте внимания. У нас купили в деревне технику, и парни, ну, не положили, в общем. Все. Тут наклеечки, смотрите. Вот, класс. Документы, гарантийный талон. Ну, короче, это надо мне передать будет. Вот. А так, ох ты, да ладно. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, 15. 15 баночек, ребят.
Вот так она выглядит. 1,1 литр моторное масло для четырехтактных двигателей с воздушным охлаждением. 5В30. Вот. Угу. Масло Тафалар. В общем, кайф, ребятки, да? Ну, не скажите, кто имеет данную такую технику, но это же круто, молодцы. Вот. Так что, ребят, обязательно оставлю номер телефона в описании. Кому надо, звоните, Данил, менеджер, отправит вам. Ну или можно найти, наверное, уже у дилеров. Если есть в вашем городе дилер, то, соответственно, масло, я думаю, там есть. 15 штук. Офигеть. Ха-ха. Да, спасибо, ребята. Не ожидал. Так, ребят, ну, пришлось снять кофр, потому что до аккумулятора не достану, неудобно. А что тут кофр у меня на затяжечках? 3 секунды. Приготовил тряпочку сразу. Ну так, на всякий случай. Канистра под отработку. Кнопка у нас включения сзади. Вот. Так, что мы? Получается, откручиваем щуп. Технику еще раз заводил, немножко прогрел. Вот. Наш щуп. Суем вот это куда-нибудь сейчас там упремся, ну а потом будем тыкать, чтобы, ну, со всех стенок, так скажем, у нас слилось все. Шланг. Да, в теплом гараже, конечно, поприятнее все это дело, но я выгнал технику, ребят, чтобы было более-менее видно. Так, поставим так. Ну, примерно вот так, да? Плюс-минус. Все видно, все понятно. Плюс и минус. Цепляем крабики. Что, пробуем запускать. Масло пошло, ребят. Вот такой макар. Все классно. Красота, ребят. Вообще. Да, вещь классная, согласен. Даже капот не снял, ребята, чтобы вы понимали. Все работает. Отлично. Все, ребят. Потыкал везде. Вот тут еще чуть-чуть что-то сжало. Вот еще чуть-чуть, да, где-то нашел. Так, сколько у нас тут? Ну да, все, вон литр, чуть больше даже уже, все. Остатки сейчас, да, досасывает и все. Капот все равно надо, ребятки, снять придется. Надо посмотреть. Масло в коробке, в редукторе. Туда просто трансмиссионно наливаю. Ну, вариатор смазать надо немножко.
Это стандартная процедура, как говорится. Посмотрю, может масло хорошее, не буду менять. А так, в принципе, таким же макаром высосал, налил. Класс. Так, снял капот, ребят. Все смотрю четенько, все классно. Немножко пыльца от ремня, это понятно. Ремень 33, гидравлические тормоза. Так, здесь у нас редуктор. Масло желтое, не буду менять. Можно только чуть-чуть долить, наверное. Вот. И сухари вот эти, ребят, надо промазывать. Вот эти тоже, смотрю, смазка есть, все хорошо. Солидолом, какой-то пух. Я так немножко смазываю. Вот это. Надо, кстати, солидол купить. Закончился у меня уже. Ну, это вот так. Такие мелочи, ребятки. Сухари вот эти промазываем чуть-чуть. И, в принципе, все. Масло. Масло можно долить, да. Сейчас дольем маслицо. Чуть-чуть. Там много-то не надо. Там никакого давления, ребят, нету. Вот. Не знаю, дешевая. Трансмиссионная. Коробку наливаю. И больше не надо. Чуть-чуть. Лишнее нальешь, он выдавит все равно. Через сапун вот этот. Как-то оно так. Что, понятно, техника новая. Чуть-чуть, ребятки. Хорош. Вот так вот. Красота. Техника новая. Понятное дело, что она у меня еще толком-то и не побегала. Кстати, ребят, небольшой лайфхак. Я, кстати, вот это не сделал. Всем советую, кто приобретает вот данного вида двигатель, именно двигатель, да, не технику, так как, ну, 20-ку можно ставить и на каракат, и получается там, не знаю, лодку. Вот эту табличку, ребята, Лифан вот это, да, вот эту надо отодрать. У меня у знакомого, видать, от жары она рассохлась, и попала она вот туда. И, короче, такая беда случилась, что мама родная. В общем, вот эту, сейчас я возьму отвертку, блин, что-то я вообще запарился. Это уже так, наработки жизни, как говорится, ребят. Вот. Она туда попала и переломала, там, перехерачила там все. Вот. И, короче, ее надо, ребят, отодрать желательно. Будете продавать, там потом приклеите. Она со временем рассыхается. Наклею, она, видите. Вот она может такую гадость сделать. Пластмассовая. Вот так она может туда залететь. И будет хана. Такие дела. Так, ребят, думал, через насос буду, но все равно, скорее всего, стружка, потому что новый же был, да, на шлангах это осталось, это надо, по идее, взять сейчас и промыть ее бензином, пропустить. Не буду я заморачиваться. Залью сейчас, покажу небольшой такой годный лайфхак. Вот. Там немножко неудобно, даже если вороночку подсунуть, она как-то криво стоит, а я немножко приноровился. Был момент у меня, менял масло на мотоцикле, там горловина под рамой, не очень удобно, вообще воронкой не залезть. Так наливать тоже проливаешь, в общем. И думал, что делать, как залить. Что-то вот потом на глаз
канистрочка эта попалась. Блин, думаю, вообще отлично. В общем, на мотоцикле так масло и поменял. Снизу открутил, вылил, а залил именно через вот эту штуку. Наверное, у многих такие есть канистры. И с ними идет вот такая ну, заливной, да, вот этот, не шланг, а даже, я не знаю, не суть, в общем. Вот с помощью ее, ребят, носик здесь как раз тонкий. Они, конечно, разные бывают. Вот. И он как раз четко подходит сюда, ребят, смотрите, раз, и далее, и все. Сейчас мы будем заливать с помощью его масла. Берем маслицо. Маслицо должно тоже быть теплое. Ну, если зимой меняем, то надо сначала домой занести, отогреть. Ну и именно такой момент я имею в виду. Все, ребятки, погнали наших городских, как говорится, поближе к деревне. Так, аккуратненько как-то надо. Здесь, что ли, с подрамой. Все, ребят, побежало маслицо. Тихо, не спеши. Не спеши, Викторович, а то успеешь. Вот так, аккуратненько. Тряпку надо поставить, положить. Что газанул сильно. Вакуум, наверное, создал. Не выходит. В общем, вот таким макаром, ребята, и меняем масло. Заливаем, точнее. Потому что туда не подлезть. Не очень удобно. А здесь потихоньку, ну, заливаем, как говорится. Все, и сейчас баночку нашу вот эту, туда мы его. Видите, потихоньку уходит, не спешишь. Все, она скатывается. Ну, я считаю, это намного лучше, нежели... Ну вот, смотрите, да, вот воронка, она сюда не подлазит. Не очень удобно. А вот именно вот так, да, пойдет. Эх, ребятки, сейчас бы дать жизни. Охота уже прокатиться, но как бы это не езда. Снега мало, кочки эти замерзли, страдает модуль. Вот. Да и подвеска, конечно, вся. Надо сантиметров хотя бы 7-8, ну, чтобы что-то хотя бы было. Так бы сейчас до речечки махануть. А, кстати, съездим сейчас на речку, ребят, понятно, на другом Тафаларе. Все спрашивают за этот мотоцикл, если можно его так назвать. Это тоже от компании Тафалар. Ребята изначально пытались создавать летнюю технику, ну что-то решили, остановились, в общем. Ну вот у меня старый дракошка еще бегает. В общем, нет таких производств уже, ребята. А так, с Тафаларсами, ребят, я уже больше 5 лет, наверное. Начинал со стандарта, потом был лонг у меня, 500-ка, которого я утопил, сам чуть не утонул.
Потом у меня 600-ка была, и сейчас тундра. И для меня, для моих целей, техники лучше не придумать, так скажем. Так, загоняю стойло. Немножко подождать придется ему. Отвезти надо маслицо корешу. Как раз тоже сегодня меняет. И погнали на речку. Что, вроде все. Погнали на речку сгоняем. Масло отвезем. Шигуют, родненько, шигуют, ребята. Вот так формируется лед. Вот такими торосами налипает. Становятся заторы, и потом уже все это соединяется, замерзает. Такие дела, ребят. И все. Там сторона, смотрю, уже встала. Такие дела. Ладно, ребят, давайте увидимся на рыбалочке, я думаю, уже на первом льду. В этом году у нас поездка грандиозная намечается. Вот. Такие дела. Ну и будьте осторожны, ребят. Первый лед — это опасные дела.
О! Все разобрал, смотри. Да? Красавчик. Спасибо. Конечно. Да.